Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Несмотря на сильный мороз, смельчаков, решившихся принять участие в крещенских купаниях, оказалось немало. Интинцы отметили православный праздник. Введена в эксплуатацию зимняя автодорога Инта-Печора. Автомобилисты могут воспользоваться ей по предварительной записи. Талантливые интинские школьники покоряют вершины Всероссийской олимпиады. Учащиеся успешно прошли несколько этапов интеллектуального состязания и вышли на региональный уровень. Глава Коми Владимир Уйба провел заседание Республиканского оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции. На заседании была рассмотрена эпидемиологическая ситуация в регионе и принят ряд решений, касающихся действия режима повышенной готовности. До 12 февраля этого года приостановлено проведение медицинскими организациями профилактических мероприятий в части диспансеризации. Продлен запрет на проведение культурно-массовых зрелищных мероприятий. Приостановлена работа досуговых, развлекательных и иных подобных организаций, в том числе ночных клубов, дискотек и аналогичных объектов, детских игровых комнат и развлекательных центров. По 12 февраля 2021 года продлено разрешение на работу театров, театральных и концертных организаций, если соблюдается обязательное условие заполнения зала не более чем на 50% от общей вместимости зала, с рассадкой посетителей через одно свободное место, и социальная дистанция не менее 1,5 метра при нахождении посетителей в зонах кассового обслуживания, фойе, буфетов. С 15 января 2021 года разрешено проведение спортивных соревнований на открытом воздухе с участием зрителей и спортивных соревнований в закрытых помещениях с участием зрителей при условии заполнения трибун не более 30% и выполнения санитарных рекомендаций. Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом предписано по 3 февраля 2021 года включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания. По 3 февраля включительно продлевается оплачиваемый больничный для работающих граждан в возрасте 65 лет и старше, которые, беспокоясь о своем здоровье, приняли решение продолжить строгое соблюдение режима самоизоляции. 19 января интинцы отмечают православный праздник Крещения Господне. Считается, что в этот день любой верующий может смыть с себя грехи. Традиционно на реке за домом номер 1 по улице Северная в районе Новобольничного специалисты подготовили место для набора воды и погружения в ледяную прорубь. Ежегодный крестный ход в связи с пандемией коронавируса отменили. Несмотря на 30-градусный мороз, желающих войти в студеную воду в этом году было немало. В ночь с 18 на 19 января десятки интинцев искупались в проруби. Накануне праздника для горожан были созданы максимально комфортные условия. Организаторы православного праздника установили на льду палатку с обогревом. Здесь верующие могли спокойно переодеться. После купания интинцев ждал горячий чай. В течение всего мероприятия дежурили спасатели, сотрудники правоохранительных органов, члены добровольной народной дружины, городской администрации, государственной инспекции маломерных судов. У нас было организовано дежурство с 10 часов вечера. Где-то примерно часов в 11 люди начали подходить. За ночь прошло где-то около 40 человек. Была организована палатка. Теплого чая, правда, нам обещали только утром, но все равно была теплопушка стояла, была более-менее комфортная температура палатки, чтобы можно было переодеться. Обустройством проруби занимались специалисты общества с ограниченной ответственностью ВОСТЫМ. Была расчищена территория, проверена толщина льда, завезены необходимые строительные материалы, чтобы место для крещенских купаний соответствовало требованиям безопасности. Были сделаны замеры льда, которые соответствуют нормам. Тут лед не меньше 60 сантиметров, местами 50-60, но лед толщина позволяет выход на лед массового скопления людей. Купель была оборудована с мерами безопасности, то есть были устроены преграды от того, чтобы под лед человека занесли, были установлены доски, спуски деревянные, коврики, все оборудовано, лед чистится, вода чистая, можно купаться.
Бытующее мнение, что при погружении в освященную воду отпускаются все грехи, ошибочно. Священники напоминают, для того, чтобы получить прощение, необходимо искренне раскаяться и исповедаться. В Интинском округе начинается массовая вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции. Сегодня самолетом в город доставлено 400 доз вакцины ГАМ-Ковид-Вак. Прививку может сделать любой желающий и совершенно бесплатно. Противопоказаниями являются возраст до 18 лет, беременность, кормление грудью, острые инфекции и обострение хронических заболеваний. До сегодняшнего дня прививку от коронавируса могли сделать только медицинские работники. Теперь она доступна практически каждому. Стоит отметить, что вакцинация проводится строго по записи и после консультации врача. На предварительный осмотр к терапевту можно записаться через контакт-центр по бесплатному номеру 8 800 550 400 и отделение медпрофилактики по номеру 60609, а также на портале госуслуги и с помощью информата в регистратурах поликлиники номер 1 и детской поликлиники. Осмотр пациентов, желающих сделать прививку, проводится в кабинете 307 поликлиники номер 1 с 9 до 12:30. Вакцинация организована в прививочном кабинете поликлиники номер 1. Медицинское учреждение обеспечено специальными морозильными камерами, необходимыми для хранения вакцины. Вакцина может храниться при комнатной температуре не более 30 минут, и через 30 минут ровно вакцина должна быть сделана пациенту. Поэтому на вакцинацию будет строгая запись по времени. И поэтому хотелось бы мне сразу предупредить всех граждан, те, кто запишутся на вакцинацию, приходить будут только к определенному времени, ни позже, ни раньше. И чтобы, если они уже записались на вакцинацию, то обязательно пришли, они передумали, потому как вакцина просто пропадет через 30 минут, ее вот уже нельзя никому ввести. Интинцы ждут официального открытия зимника, связывающего отдаленные села округа с городом. В ближайшее время состоится приемка всех ледовых переправ. На данный момент в эксплуатацию введен ведомственный участок автодороги Инта-Печора. В администрации Инты принимаются заявки от граждан, которые на личном транспорте планируют совершить поездку от Инты до Печоры. Кто и как может воспользоваться зимником газовиков в нашем следующем репортаже. Отправка первой автомобильной колонны планируется уже на этой неделе. Напомним, что второй год подряд администрация округа согласует проезд по зимнику с Печорским линейным производственным управлением магистрального газопровода, в ведении которого находится автодорога. Соглашение у нас действует с 2019 года. На сегодняшний день оно продолжает действовать. Я уже на днях созванивался с руководством. Никаких изменений не будет. То есть, как только осталось 2 переправы, на этой неделе они их примут, и будем уже организовывать коллективный выезд как с Инты до Печоры, так и с Печоры до Инты. От администрации будет ответственное лицо, которое будет инструктировать тех, кто поедет, также проверять наличие полного бака, теплых вещей, ну и инструментов, которые необходимы. Для того, чтобы проехать по зимнику маршрутом Инта-Печора или обратно, нужно подать заявку в администрацию города. Движение личного автотранспорта осуществляется только организованными группами не менее 5 машин и в сопровождении транспорта Печорского линейного производственного управления магистрального газопровода. Граждане города, а также кто хочет посетить наш город, подают заявление. Заявление принимается у нас в администрации, где указывается фамилия, имя, отчество, марка машины, госномер машины, дата предполагаемого проезда по автозимнику. И мы на основании собираем часть, грубо говоря, заявлений и делаем запрос в Печортрансгаз Ухтая и формируем колонну. И колоннами это все хозяйство, так скажем, движется. То есть там не так просто, там и инструктаж проводится, и журналы различные ведутся. Инструктажа и людей, которые выехали и приехали, так скажем, слеживаем это все. И заявление можно подать у нас в отдел промышленности, транспорта, связи, жилищно-коммунальной сферы администрации МОГУ-НТА, 222 кабинет. С 8 до 17:00, с 12 до часу перерыв, суббота, воскресенье, выходной.
Периодичность и даты проезда будут определяться совместно с Печорским линейным производственным управлением магистрального газопровода по мере поступления заявок и формирования организованных групп. Одномоментно можно подать заявление как на выезд из Инты, так и на обратный въезд в город. Обычно, если люди выезжают из Инты и ориентировочно знают дату, когда они поедут обратно, то сразу же в этом же заявлении можно указать из Инты в Печору, из Печоры в Инту, с датами и со временем. Но, так скажем, на 100% предугадать, что именно в этот день, или если вы захотите в конкретный день выехать, что будет организована колонна, я не могу. Все будет зависеть от количества поданных заявок, от состояния зимника, много факторов, которые могут повлиять. То есть мы в этом плане как организаторы, но именно проезд по зимней автодороге нам предоставляет «Газпром-Трансгаз Ухта». Напоминаем, что перед отправлением все личные автомобили проверяются на исправность, укомплектованность аптечкой, огнетушителем, знаком аварийной остановки, буксировочным тросом, запасным колесом, домкратом, лопатой, комплектами теплых вещей для водителя и каждого пассажира. На колесах должны быть установлены зимние шины. Топливный бак должен быть полностью заправлен. Проезд по зимней автодороге осуществляется на безвозмездной основе. Услуга эта бесплатная. Бесплатно она, хотелось бы добавить, что это касается только частных лиц и на частном легковом автотранспорте категории М1. То есть это не относится к грузовым автомобилям. Грузовые автомобили, они в отдельном порядке идут именно напрямую через «Газпром-Трансгаз Ухта». Надо общаться, там уже они и расчеты, и там уже это платная услуга, так скажем. В настоящее время «Газпром-Трансгаз Ухта» подрядная организация открыты ледовые переправы через ручей Черный. Сейчас мы ждем, когда ориентировочно это 20-21 число откроются переправы Кажим-Касью. Соответственно, тогда уже возможен будет проезд. И дорога будет функционировать до момента закрытия зимней автодороги «Газпром-Трансгаз Ухта». Ориентировочно это март-апрель месяц, в зависимости от температуры наружного воздуха и состояние ледовых переправ. Более подробную информацию можно получить по телефону 671 77. В Республике Коми стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Одно из самых массовых мероприятий в образовательной сфере России соберет более 800 сильнейших учеников 9-11 классов Республики Коми, в том числе детей из интинских школ, гимназий и лицея. В течение 1,5 месяцев победители и призеры муниципальных этапов Олимпиады будут соревноваться в знаниях по 22 предметам за право выйти на федеральный уровень. Всероссийская олимпиада школьников состоит из 4 этапов – школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Чтобы попасть на каждый следующий уровень, нужно преодолеть порог баллов. Традиционно региональный этап начался с французского языка. Он проходил 2 дня на площадке Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. В нем приняли участие 18 учащихся, большинство из них интинцы, учащиеся гимназии номер 2. На днях гимназисты вернулись домой и с нетерпением ждут результатов. Ежегодно наша гимназия принимает участие в республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. В этом году мы поехали большим составом. У нас было 11 учащихся, 4 девятиклассников, 5 десятиклассниц и 2 11-классников. Сопровождающих было 2 учителя. Мы поехали на олимпиаду готовыми, потому что деткам предложили поучаствовать в онлайн-школе, на онлайн-курсах по подготовке к олимпиаде по французскому языку. Также мы на каникулах собирались, прорешивали олимпиады прошлых лет. Ну и 11 числа, когда мы приехали заранее, мы также вечером прорешали несколько олимпиад, ну и настраивали детей морально, чтобы они были готовы. Я думаю, что у нас все получилось. Результатов, правда, мы пока еще не знаем, но уверены, что наши детки молодцы, совсем справились. Задания олимпиады непростые. Как правило, они выходят за рамки школьной программы и требуют дополнительной подготовки. Муниципальный этап предусмотрен для учащихся 7-11 классов, а в региональном и заключительном могут участвовать школьники 9-11 классов. Региональный этап существенно отличается от муниципального и школьного, так как там идет уровень B2. Наиболее сложным для меня показалось аудирование, так как было
стрессовая ситуация, много непонятных слов, но в итоге мы собрались, что-то там написали. Вот. А наиболее простой частью для меня оказалась устная речь, так как мы на каждом уроке разговариваем с преподавателями. Что касается подготовки, мы и в поезде, и уже на месте в Сыктывкаре готовились, там по 3-4 часа сидели вместе с преподавателями. Вот. А когда в Инте мы приходили на дополнительные занятия, также нам учителя посоветовали записаться на лингвистический лагерь, который проходил в онлайн-формате с преподавателями из Сыктывкара, что тоже дало хорошую подготовку, много лексики новой, прорешивание олимпиад старых лет и, собственно, вот результат, я не знаю, честно, потому что было сложно. Ученица 9 класса гимназии номер 2 Анастасия Кондратьева впервые участвует в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Говорит, в заданиях по французскому языку для нее непростой оказалась письменная часть. Впереди гимназистку ждет еще ряд испытаний. Девочка успешно прошла школьный и муниципальный этапы по нескольким предметам. На республиканский этап я также прошла по ОБЖ и по физкультуре. По ОБЖ это получилось случайно. Я в первый раз участвую в муниципальном этапе, я прошла. И вот получилось так, что я подготовилась и прошла на региональный этап. Сейчас мы тоже усиленно проводим подготовку, занимаемся в ДОСААФе, там стрельба, надевание ОЗК, противогазов. Это очень интересно, так как я хочу связать свою жизнь, там, возможно, с криминалистикой, со спасательной службой. Вот. И физкультура, так как я люблю спорт, мне нравится. В прошлых годах я тоже участвовала в физкультуре, но только в муниципальных этапах, так как в 8 классах не выезжают и ранее на республику. Вот, в этом году я прошла на республиканский этап. Сейчас готовлюсь, прорешиваю олимпиады прошлых лет, практическую часть тоже прорабатываю некоторые моменты. Так сложилось, что каждый год учащиеся гимназии номер 2 выходят именно на региональный этап. Были случаи, когда дети доходили у нас и до заключительного этапа олимпиады, показывали там достаточно хорошие результаты. И на республиканском этапе наши учащиеся также занимают призовые места. То есть это, скажем так, для них это огромное достижение на республиканском этапе занять призовые места. Были у нас и победители. То есть, соответственно, победители потом принимают участие во всероссийском этапе, на заключительном этапе. В прошлом году у нас был победитель республиканского этапа, но в связи со сложившейся ситуацией пандемии принять участие она в российском этапе, в заключительном, не смогла. Конечно, эти дети, которые попадают на республиканский этап, это великие труженики. Просто так туда не попасть. Старшеклассница гимназии номер 3 Виктория Васильева усердно готовилась к олимпиаде по русскому языку, литературе, обществознанию, праву и другим предметам. Набрать высокие баллы и пройти на региональный этап девочке удалось по химии и русскому языку. В олимпиадах я начала участвовать с класса, наверное, 6-го, когда решила взяться за учебу. У меня пошли 5, было очень приятно, такая мотивация, чтобы учиться дальше. И как-то раз я проходила и на городские олимпиады, но обычно я занимала места 2-е, 3-е, а в этот раз мне оставалось буквально полбалла до 1-го места, но меня опередили, и поэтому немножко обидно, но я надеюсь, что на региональном этапе я все-таки смогу занять какое-нибудь место. Вот. Я готовилась, мы с моей учительницей Анитикой Татьяной Николаевной занимались после уроков, проходили новые материалы, и вот так вот постепенно готовилась. Продолжающаяся пандемия коронавируса не помешала проведению Всероссийской олимпиады школьников. В этом учебном году пункт проведения регионального этапа олимпиады по нескольким предметам организован в гимназии номер 2. По словам сотрудников образования, соблюдаются все меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Как на ЕГЭ за процессом проведения олимпиады внимательно следит общественный наблюдатель. В аудитории установлены видеокамеры. Изображение транслируется на экран ноутбука, установленного в методическом кабинете образовательной организации.
Детей такой контроль не смущает. Они рады, что могут принимать участие в старейшей и самой престижной Олимпиаде в нашей стране. Самые первые Олимпиады это были физкультура и, наверное, математика. А ближе к классу 9 вот русский и общество знания. Очень не ожидала, что пройду на региональный этап по русскому, так как очень мало баллов было набрано мною. Но я рада, что я здесь. Надеюсь, что смогу показать себя на региональном этапе. Я участвую в олимпиадах 7 класса. Это языки. По математике участвовала, но проходила на муниципальный этап только по лингвистике. На региональном этапе ничего не получалось выигрывать. Но вот недавно вернулась с Олимпиады по французскому языку. Я усердно готовилась к региональному этапу по французскому и русскому языку, но не уверена, что смогу что-то занять, потому что высокая конкуренция и сложные задания. Сроки проведения Олимпиады размещены на сайтах школы городского управления образования. Итоги будут опубликованы на официальном сайте Министерства образования Республики Коми и на официальном сайте Центра сопровождения олимпиадного движения. Напомним, победители и призеры заключительного этапа зачисляются в профильные вузы без экзаменов. Однако каким будет финал Всероса 2021, пока неизвестно. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Всего доброго и до свидания.